Начаться, да? Мгм. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы сегодня с вами встречаемся в очередной раз и объявляем о начале собрания Республиканского методического объединения учителей начальных классов. Сегодня у нас на собрании приглашена Иранева Людмила Григорьевна, которая примет также участие и покажет опыт работы, в частности, опыт обсуждения федерального государственного образовательного стандарта, который она получила буквально вот осенью. Ездила целая компания, да, команда от Республики Коми. И Людмила Григорьевна в том числе участвовала в обсуждении. И я, Бизани Анна Александровна, руководитель Республиканского методического объединения учителей начальных классов. Мы сегодня с вами пообсуждаем, очень широко будем, да, достаточно широко будем обсуждать вопрос проекта федерального государственного образовательного стандарта. Ну и второй вопрос, который у нас был заявлен, это всероссийские проверочные работы. Мы, пообсуждав с коллегами, пришли к выводу, что, наверное, стоит перенести это обсуждение этого вопроса на более позднее время, либо конец мая, либо на сентябрь, когда будут уже известны нам результаты. Обычно летом, вот уже несколько лет подряд, учителя начальной школы принимают участие в перепроверке всероссийских проверочных работ. Бывают такие вопросы, бывают такие ситуации, когда необходимо что-то пересмотреть, результаты пересмотреть, и поэтому учителя принимают участие и в этом также. И думаю, что как раз на вот это собрание, когда мы будем обсуждать результаты всероссийской проверочной работы, как они прошли в этом году, будем сравнивать с результатами прошлого года, будем как раз пригласим учителей, которые участвуют в экспертизе, в перепроверке всероссийских проверочных работ. Ну и у нас несколько вопросов накопилось, которыми хочется с вами поделиться и спланировать как-то нашу деятельность на будущее. Хочу еще раз напомнить о том, что у нас открыт портал «Открытое образование Республики Коми», где до сих пор идет регистрация в Республиканское методическое объединение для тех учителей, которые об этом не знают и хотели бы принять участие. Значит, простая схема входа. Заходите на сайт Института развития образования, и справа на сайте идут баннеры. Среди них очень красивый такой баннер с гербом портала «Открытое образование Республики Коми». Входите туда, и вашему вниманию предлагается несколько закладочек, одна из них педагогам. И когда вы наводите курсор на эту закладочку, сразу выпадает на первой строке Республиканское методическое объединение педагогов. Мы входим туда, и вот как раз та регистрация, о чем я говорила, да, регистрация в Республиканское методическое объединение. Одновременно вы можете зарегистрироваться и в муниципальные методические объединения. То есть и там быть. Значит, чем это хорошо? Наверное, плюс в этом заключается в том, что мы работаем с вами напрямую, с вашим электронным адресом, отправляем все вам возможные наработки, какие-то объявления, приглашаем вас на собрания, приглашаем вас на заседания, достаточно интересные. Сейчас у нас идут заседания, и вы можете быть и как очным участником, так и заочным участником. Здесь у нас идут различные новостная лента идет, да, это общая лента для всех. Если вы хотите узнать какие-то новости по начальным классам, то мы входим в начальные классы. Значит, представлены руководители Республиканского методического объединения, есть адреса, как можете вы с нами связываться, да, общаться с нами. Ну и вот здесь у нас идет новостная лента, то, что у нас происходит, что в республике, да, какие изменения, какие новшества. Справа вы видите 4, пока у нас есть 4 странички, где располагаются материалы. В том числе хочу обратить ваше внимание на как раз методическая копилка. Эта страничка была заведена для того, чтобы учителям, наверное, помочь транслировать, в частности, обобщать в письменном виде. Буду говорить, как у нас говорится, в критерии по аттестации. В письменном виде на уровне республики. Здесь вы можете размещать свои материалы абсолютно бесплатно. Видите, достаточно много уже накопилось. Да? Адрес руководителей
известен, то есть вы направляете на адрес руководителя либо Терентьевой Светланы Николаевны, либо на мой адрес ваши наработки. Мы отслеживаем, смотрим с экспертной группой, да, если что-то там необходимо доработать, мы вам рекомендуем, вы дорабатываете, и потом мы размещаем ваш материал на уровень республики, вот в частности на этой страничке. Это большой плюс, потому что раньше такого не было, и вы знаете, что в рамках аттестации заслуживает достаточно высокого балла, да, трансляция, обобщение опыта на уровне республики. Хочу сразу сказать о том, что если вы присылаете разработку конспекта без каких-то методических рекомендаций, это не может засчитываться в рамках аттестации как обобщение опыта. Один конспект не может обобщить весь опыт учителя, да? То есть обязательно нужно описание вашего опыта, а конспект будет как подтверждение того опыта, который вы хотите раскрыть. Итак, значит, вот это немножко, значит, такое знакомство. Еще раз напоминание о Республиканском методическом объединении. Кстати, если мы вернемся на страничку нашего сайта Института развития образования, то вы увидите, что там есть видеозал. И в видеозале тоже вы можете посмотреть все видео, которые были. Видите, там, да, можно, например, если вас интересует этот курс ОргСео НКНР, вы можете открыть, и там тоже есть вебинары и семинары, которые проходили, и собрания республиканских методических объединений. Кроме этого, если не выходя на портал, можно посмотреть, значит, на сайте института тоже республиканские методические объединения. Это вот как раз наводим курсор на проект и видим в самом начале, да, идет обозначение. Вот все то же самое, что мы видели только что, да, ну и начальные классы у нас здесь тоже имеются. Вот они с такой эмблемкой. То есть и отсюда вы тоже можете попасть на страничку, точно так же посмотреть видеозаписи, да, и так далее. То есть вот такое знакомство. Ну что, по первому вопросу, да, большому вопросу, обсуждение проекта федерального государственного образовательного стандарта «Начальное общее образование». В конце марта стартовало обсуждение проектов обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования. Об этом сотрудники КРИРО извещали всех членов республиканских методических объединений. Мы делали рассылку всем, кто зарегистрирован. И 9 апреля материал был размещен на портале «Открытое образование» для того, чтобы в время до конца апреля подключиться к обсуждению, внести свою лепту. По этому документу мы будем работать в будущем, да, то есть с этим документом нам предстоит работать. Поэтому, пожалуйста, познакомьтесь с документом. Я еще раз делаю рассылку, чтобы вам было очень удобно выходить прямо с ссылками, да, на этот документ, чтобы вы могли спокойно поработать. Значит, разработчики сделали очень удобно, представили проекты федерального государственного образовательного стандарта, разложив их на такие некие содержательные части, в частности, общее положение, да, допустим, следующие требования к условиям, требования к результатам, да, требования к содержанию тоже разложено по предметам, и очень удобно, в любой предмет можно войти, открыть его, прочитать, познакомиться и внести какие-то изменения тут же на этой же страничке. Итак, значит, слово предоставляю Людмиле Григорьевне Юраневой, заместителю директора по научно-методической работе муниципального бюджетного образовательного учреждения Выльковская средняя общеобразовательная школа номер 1, с которой мы сотрудничаем очень давно. Она у нас включается в работу жюри конкурсов, поэтому очень опытный учитель, и ей слово как эксперту теперь уже федерального государственного образовательного стандарта на уровне федерации. Пожалуйста. Очень серьезно. Уважаемые коллеги, здравствуйте. В Санкт-Петербурге 27 ноября 2018 года состоялось пленарное заседание окружного совещания по вопросу общественного обсуждения обновления содержания общего образования. На данном пленарном заседании выступала заместитель министра образования Российской Федерации Синюгина Татьяна Юрьевна.
Так вот, Татьяна Юрьевна обозначила значимость обновления содержания образования, которое обусловлено задачами майских указов президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года. Вот сейчас Анна Александровна этого коснулась вопроса о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года. Так вот, наша задача сегодня, задача педагогов – изменить подходы и формы в образовании. Необходимо также оценить положительные результаты и поработать над теми, которые результата не приносят. И задача школы сегодня – и, пожалуй, наверное, эта задача уже достаточно давно, состоит в том, чтобы воспитать гармонично развитую личность в наших традициях. И как определяют наши родители, что не все выпускники оправдывают надежд в плане духовно развитой личности. Но ведь это закладывается в системе общего образования, проблемы в обществе, проблемы нашей работы. И Татьяна Юрьевна обозначила, что необходимо повысить эффективность работы, воспитать и сформировать личность ребенка, и система образования – это то, что в конечном итоге формирует человека. Нужно заметить, что сегодня динамично меняется и требования к ребенку. Также из майских указов президента Российской Федерации необходимо реализовать 10 национальных проектов. Мы сейчас говорим о двух основных проектах. Первый проект – это современная школа, потому что в данном проекте основным является как раз совершенствование содержания образования, о чем сейчас доложила Анна Александровна, и требования к результатам в рамках образовательных стандартов. Второй, не менее важный проект – это успех каждого ребенка. Необходимо создать условия для развития склонностей и способностей ребенка, исходя из его возможностей. Знания, которые получают дети, должны и могут пригодиться в жизни. Родители также сетуют на то, что пока этого не происходит. Наша задача – формировать у детей критическое и креативное мышление. И, как указал президент, в ближайшие 6 лет эти проекты будут реализовываться. Что же касается системы оценки качества, надо посмотреть, что дают оценочные процедуры. Также Татьяна Юрьевна остановилась на вопросах о том, что оценка должна влиять на процесс. О предмете технология было сказано отдельно, что данный предмет будет оснащен технопарками. В сельских школах произойдет более уже обновление материально-технической базы. Независимо от места проживания, ребенку нужно дать одинаково доступное образование. Система дополнительного образования будет поддерживаться федералами. Ну и так как я учитель начальных классов, и больше всего нас беспокоят вопросы, связанные с начальной школой в рамках федерального государственного образовательного стандарта, и как мы услышали на пленарном заседании, необходимо изменить содержание. Ведь федеральный государственный образовательный стандарт – это документ, который должен стать инструментом и влиять на рабочие процессы. Чему мы учим детей? Мы должны задуматься над этим, что мы спрашиваем. И вот это соотношение должно быть на 100%. Результаты не меняются, они остаются те же. Предметные, метапредметные и личностные. Предметные результаты задают предметное содержание. Мы не забываем о включении системно-деятельностного подхода. В связи формируем и личностные, и метапредметные результаты, обязательно учитывая возрастные особенности детей. Что же касается доработки стандартов? Дело в том, что задача наша состоит в том, чтобы доработать основные принципы системы образования к результатам, детализировать предметные результаты. Будут конкретизированы те требования, которых раньше не было в обязательной части основной образовательной программы. Никакого посягательства на программы нет. То, что уже сформировано, выработано, надо оставить. В стандарты также будут включены приложения, информационно-методические и организационно-планирующие результаты. Так как в рамках этого пленарного
окружного совещания я находилась в группе, в которой обсуждались предметные результаты освоения учебного предмета математика, то сейчас я остановлюсь именно на этом предмете. Каково же мнение педагогов? Математика – это тот предмет, по которому должен быть единый учебник, считают учителя. Так как содержание, допустим, у учебника автора Моро и Петерсон совершенно различное, и как по ним может быть сформировано единое требование к предметным результатам. Это вопрос учителей. Если взять учебник Петерсон, он слишком сложен, да? А у Мора где-то по возрасту просто. Например, в 1 классе дети считают в пределах 20, хотя многие это запросто уже делают в 1 классе в пределах 100. Единое мнение высказывают педагоги-методисты, что необходимо увеличить изучение предмета математика до 5 часов в неделю. Вы знаете, что сейчас это 4 часа. Далее. Результат 1 года обучения. Стандарт гласит следующее. Дети должны уметь решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание. Вот это требование учителя просят уточнить, выделив типы задач. Помните, да? Мы всегда решали задачи, и дети у нас знали, что мы решаем задачи на нахождение суммы, на нахождение остатка, сколько всего и так далее. Далее, результат 2 года обучения. Ученик научится определять прикидку и оценку результата вычислений. Вот большинство мнения педагогов считают, что это требование лишнее. Что же педагоги предлагают изменить в требованиях? Ну, во-первых, они предлагают включить практические задачи, связанные с повседневной жизнью. И если сейчас мы посмотрим материалы ВПР, то мы именно видим там такие задачи, которые связаны с жизнью. В данном случае предлагаются внести задачи на покупки, выбирать наиболее выгодные, вести элементарные расчеты на примере задач в области денежных отношений, в которые должны включаться младшие школьники. Это и оплата проезда, оплата питания, накопление на игрушку, на движение и другие. Потому что математика должна включать больше задач, которые отражают реальную повседневную жизнь ребенка. Также педагоги предлагают добавить задания на логику. И продолжая разговор и линию финансовой грамотности, педагоги предлагают включить требования знания денежных знаков России, купюры и монеты. Как было раньше, мы это помним. Да. Во 2 классе по учебно-методическому комплекту «Школа России» дети у нас осваивают неполную таблицу умножения. И вот здесь большинство мнений учителей сходится в том, что во 2 классе можно включить всю таблицу умножения до конца, от начала до конца. Также какие требования необходимо добавить? Во 2 классе ученик научится, мы читаем дословно, умножение и деление с использованием таблицы умножения. Один из сильнейших вычислительных инструментов развития мышления, речи и памяти – это таблица умножения. И как же учителя понимают это? С использованием. То есть ученик должен взять тетрадку и использовать таблицу умножения. А если тетрадку забыл дома и уже не умеет? Так вот, большинство педагогов считают, что таблица умножения должна быть выучена наизусть, на память. И это одно из условий обучения в хорошем темпе в 5 классе. Что нужно изменить в требованиях в результате 4 года обучения? В данном случае дети должны уметь извлекать и использовать информацию в столбчатых диаграммах и таблицах. В образовательной программе «Школа России» выделена одна тема на данное формирование у обучающихся таких умений. Получается, учителю нужно из дополнительных источников брать задания, чтобы обучать детей заполнять таблицы, составлять диаграммы, что составляет большой труд. Поэтому данные требования нужно изменить или убрать, или дополнить заданиями в учебнике. Ну вот, в принципе, все те требования, которые
вносили педагоги и просили добавить либо изменить с учетом наших стандартов. В этом стандарте, который сейчас обсуждается, они внесены? Уже? Они внесены. Большинство то есть, из них внесены. То есть, получается, то, что мы обсуждаем, то, что мы предлагаем, оно не остается незамеченным, оно все равно имеет свое воздействие, да, на документ в будущем. Причем все учителя как-то едины. Если вот их прочитать, вот эти требования, которые вносят учителя, то очень много из них повторений. То есть они сходятся во мнениях. Да, потому что через практику уже. Да, это через практику прошло, да, и учителя очень хорошо знают программу и стандарт, и уже исходя из практической ее реализации, они делают выводы. Да, и вот поэтому я хочу прям зачитать вот то, что обращают внимание на как раз разработчики этого сайта, где идет обсуждение федерального стандарта, они обращаются именно к учителям. Представляя проекты федерального государственного образовательного стандарта вашему вниманию, обращаются разработчики. Мы полагаемся на огромный опыт наших учителей, чей каждодневный труд мы уважаем и ценим. Нам представляется, что самые востребованные изменения смогут предложить именно учителя практики. Ученые провели свои разработки, сформулировали положение стандарта, но оценить их на предмет практического применения могут только учителя. Поэтому призываем к обсуждению. Наши коллеги тоже приняли участие в обсуждении. Вот прям можно несколько раз включаться, то есть прочитать, где-то вот внести изменения и потом заняться своими делами, потом снова включиться. То есть там не ограничено во времени. Что наши коллеги тоже делали. Ну вот в общее положение взгляд. Да? Основная образовательная программа начального общего образования реализуется организацией, осуществляющей образовательную деятельность как самостоятельно, так и посредством сетевых форм ее реализации. Вносится такое предложение. Если говорится только о реализации, то кто будет проектировать? Да? То есть вот есть такие, так скажем, смещения. Да? Идет обсуждение, например, рекомендации по работе с основной образовательной программой, потом переходит на другой документ, и потом мы снова встречаем то же самое обсуждение идет, допустим, в разделе требования к содержанию. То есть как-то вот вторится несколько раз, да? Допустим, личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования не подлежат промежуточной итоговой аттестации. Предложение может стоит сразу прописать механизм оценки личностных универсальных учебных действий, да? Здесь же. Значит, далее предложение. Необходимо пересмотреть все УМК на предмет соответствия базовому уровню знаний относительно года изучения и привязать все УМК и учебники к базе. На сегодняшний день получается, что по одному УМК тема изучается, например, во 2 классе, а по-другому в 3 классе. Изучение таблицы умножения у одних УМК во 2 классе, у других только 3 классом заканчивается. Вот о чем мы и говорим. Да, то есть привязать к базе, и вот на основе базы уже тогда будет понятно, что мы должны отслеживать, да, и составление диагностики и контрольно-измерительных материалов в классе, в школе будет более понятно. Требования к структуре, вот, внесены предложения. Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы. Пункт 19. Значит, в соответствии с выбором участников образовательных отношений из перечня предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность. Предложение. Не прописан механизм ее реализации, то есть реализация внеурочной деятельности, не целевые ориентиры деятельности, отличной от урочной. В этом случае пропадает ценность самой внеурочной деятельности. Так и будет реализовываться как средство проведения времени в стенах школы. Занятия чем-нибудь детей, лишь бы не на улице были. Зачем тогда внеурочная деятельность? Да? И если цель – достижение результатов, тогда у внеурочной деятельности появляется предметный результат. А предметный результат какого предмета? Да? То есть вот тоже не согласны наши коллеги. Форма организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального общего образования определяет организация, осуществляющая образовательную деятельность. Если здесь идет речь о чередовании урочной и внеурочной деятельности предложения, такое вносится в предложение в режиме работы школы, тогда это должно быть отнесено к организационному разделу общеобразовательной программы, а оно расположено к требованию к структуре. Да, то есть вот опять непонятно, почему так.
Следующая. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, разрабатывает основную образовательную программу начального общего образования в соответствии со стандартом и с учетом примерных основных образовательных программ начального общего образования. Предложение. Информация получается разрозненной. Кусочек об общеобразовательной программе в условиях, кусочек, вот то, что я говорила, в структуре, и еще кусочек в требованиях, допустим, к содержанию, к результатам. Да. Угу. То есть вот какая-то разрозненная информация. Требования к личностным результатам вот рассматривали. Понимание важности научных знаний для жизни человека и развития общества, формирование предпосылок к становлению внутренней позиции личности, познавательных интересов, позитивного опыта, познавательной деятельности, умение организовывать самостоятельно познание окружающего мира, формирование первоначальных представлений о научной картине мира. Предложение. Достаточно емкий результат для начальной школы – это вот понимание важности научных знаний для жизни человека и развития общества. Очень сложно. Да, очень сложный результат. Многие результаты последующие, которые я зачитала, взяты из предмета «Окружающий мир». То есть они в большей степени относятся к предметным результатам, нежели к личностным. Нежели, да, вот тоже как-то немножко недоработано, да, в этом направлении. Ну вот следующий коллега, которая рассматривала, внесла предложение, она смотрела как раз курс ОРГСЭУ ДНКНР. В документе по федеральному государственному образовательному стандарту, это наш методист Попова Ванда Цветановна, общего федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования она смотрела, потому что у ДНКНР курс именно там реализуется. Основной образовательной программе. Отсутствует предметная область вообще у ДНКНР, то есть она не внесена туда. Не прописаны требования к результатам обучения по данной предметной области. Данная предметная область может способствовать формированию гражданской идентичности обучающихся, а также способствует формированию их системы ценностей. Предметная область ДНКНР поможет сформировать целостное образовательное пространство в образовательной организации. Необходима система оценивания образовательных результатов по данной предметной области. Тоже об этом ничего не сказано. В новой редакции документа Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования предлагает методист, рассматривает методист, предлагается новое название документа «Программа воспитания». Вместо предыдущего названия «Программа духовно-нравственного воспитания». В данной ситуации теряется ценностное ядро воспитательной деятельности с обучающимися на начальной ступени образования в контексте отечественных традиций. Смещаются акценты и смыслы. Данный фактор противоречит основным задачам современной системы российского образования, думает методист. То есть вот таким Мнение образом. методиста очень важно. Да. И вот рассматривала еще один методист, тоже у нас, Туропова Наталья Геннадьевна, специалист визодеятельности. Она просмотрела на предмет как раз планируемых результатов по предмету искусства. Начальная школа. Очень сложные результаты, настолько сложные. Я не буду все зачитывать, но вот буквально остановлюсь на нескольких. Формулировка в проекте. Знание и умение применять при выполнении творческих работ свойства художественных материалов. Наталья Геннадьевна говорит о том, что формулировка обобщенная не совсем корректная. Возможен вариант, например, знание учащимися особенностей художественных материалов и умение использовать их технологические особенности при выполнении учебно-творческих заданий. Допустим, следующее, формулировка. Умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов России. Вот поэтому мы, Анна Александровна, и говорим о том, что учителю приходится вот этот обобщенный вариант детализировать, разбивать, расчленять на кусочки, потому что ведь он обобщенный, он очень большой, а на урок надо нести какой-то один планируемый результат. И поэтому сложность педагога еще заключается в том, что это нужно все детализировать. Да, и когда мы беседовали как раз с Натальей Геннадьевной, обсуждали эти результаты, она сказала о том, что вот эти результаты сравнимы с теми результатами, на которые ребенок может выйти при изучении предмета искусства в школе искусств, когда изучает 5 часов в неделю, допустим, то есть очень высокий уровень. В начальной школе, где дается 1 час в неделю, мы не выйдем на этот результат умения характеризовать отличительные
отдельные особенности художественных промыслов России. Это очень большой, высокий результат. Поэтому, коллеги, отнеситесь серьезно к тому, что необходимо документ обсуждать, читать, вычитывать и вносить какие-то изменения. Иначе мы будем работать с очень сложным документом. И еще будет сложнее, да, чем то, что мы имели в предыдущие годы. Потому что, как сказали, что написано, мы должны выполнить. Да. Да, вот, поэтому мы должны федеральный стандарт, потому что является основой поэтому то, что написано, да. Это документ, который должен выполняться. Да. Поэтому вот еще раз призываю вас очень серьезно отнестись к тому, что на сегодняшний день у нас осталось совсем мало времени, но есть возможность еще внести, пока вот не закрыто, до конца апреля, так предполагали. То есть в выходные дни можно где-то вот найти часочек, чтобы уделить этому время. Да, мы уже говорим, что доработать, детализировать предметные результаты. Если что-то нам непонятно, вот эту вот сущность научную, может быть, как-то упростить. Да. Итак, ну что, мы, наверное, закончим на этом обсуждение первого вопроса, и перейдем к следующим вопросам, которые у нас накопились. Ну, самое первое, о чем я хотела бы сказать, о том, что совсем недавно завершился, 12 апреля, был издан приказ номер 142-П Министерством образования Республики Коми о завершении большого конкурса профессионального мастерства, конкурс «Учитель года России». И отрадно сказать о том, что из 19 участников 6 из них были учителя начальных классов. Это очень приятно осознавать, что у нас есть смелые коллеги, есть коллеги, которые хотят показать свой опыт на уровень республики, и это похвально. Хочу их озвучить. Драчкова Дарья Игоревна, очень молодой специалист, который показывал опыт свой. Значит, Красикова Валентина Викторовна, не назвала, Драчкова Дарья Игоревна, муниципальное бюджетное образовательное учреждение, средняя школа, село Падчерье. Значит, Вуктыл, муниципальное объединение Вуктыл. Значит, Красикова Валентина Викторовна, средняя школа номер 9 города Печоры. Мединская Виктория Валерьевна, средняя школа номер 40 города Воркуты. Михеева Марина Леонидовна, Пижемская средняя общеобразовательная школа Уссыльмского района. Млечко Татьяна Ивановна, значит, Выльгарская средняя общеобразовательная школа номер 1. И Сметанина Евгения Николаевна, начальная общеобразовательная школа номер 7 города Усинска. Хочу сказать о том, что в этом году у нас конкурс проходил впервые в таком формате. Мы были одни из 6 пилотных регионов России, которые опробировали новый формат, новую модель этого конкурса. Значит, конкурс проводился в 2 этапа: очно-заочный и очный этап. Программа очно-заочного этапа конкурса включала следующие конкурсные испытания: сочинение, рассуждение, цифровой образовательный ресурс. Программа очного этапа конкурса состояла из Извините. Что, мне читать? Да. Замените, пожалуйста. Итак, конкурс проводился в 2 этапа: очно-заочный и очный. Программа очно-заочного конкурса включала следующие конкурсные испытания. Это сочинение рассуждения, цифровой образовательный ресурс, программа очного этапа конкурса «Урок», внеурочное мероприятие, мастер-класс, образовательный проект и разговор с министром. Спасибо большое. Людмила Григорьевна, немножко перехватила горло, извините, пожалуйста, много приходится говорить. Итак, значит, хочу сказать о том, что в этом году работало очень большое жюри. Во-первых, было большое жюри, которое присутствовало на всех мероприятиях, то есть как бы член большого жюри был обязательно привлечен ко всем мероприятиям. Во-вторых, было жюри предметное и еще 2 жюри, 2 состава жюри: это жюри родительское и жюри детей, учащихся. Да, это вот как раз было новшество, причем когда мы потом общались
с учащимися, они говорили о том, что им было очень интересно присутствовать на этом конкурсе, было очень необычно. И самое было приятное, что мы видели, насколько их это заинтересовало, они задавали вопросы, очень толковые вопросы учителям, особенно когда смотрели мастер-классы. Итак, значит, ну вот по предметному жюри хочу перечислить тех учителей, которые были привлечены в роли экспертов. Да? Ульянова Ирина Анатольевна, учитель начальных классов средней общеобразовательной школы номер 36 города Сыктывкара. Шлykова Надежда Николаевна, средняя общеобразовательная школа номер 4. Клюхинова Людмила Александровна, средняя общеобразовательная школа номер 30, Кайгородцева Наталья Владимировна, начальная общеобразовательная школа номер 6, Кошель Екатерина Алексеевна, средняя общеобразовательная школа номер 21, Соловьева Ирина Валентиновна, средняя общеобразовательная школа номер 22 и Дергачева Виктория Васильевна, ее коллега. То есть я думаю, что этот формат, наверное, приживется. Вот, модель очень интересная. Правда, достаточно тяжело было конкурсантам, сложно. Да, конкурсантам было сложно, но думаю, что, наверное, на достаточно высоком уровне прошел конкурс, несмотря на то, что это был пилотный режим. И вот хочу сказать о том, что все члены жюри, которые были привлечены, все учителя, которые были привлечены приказом номер 142-П от 12 апреля 2019 года, значит, Якимова Наталья Владимировна выразила свою благодарность этим приказом. Поэтому, если будет необходимость такая, да, мы можем этот приказ разослать. Ну вот, это вот то, что нас очень-очень порадовало. Второе, что я хочу сказать. Вчера, 25 апреля 2019 года, в здании Министерства образования состоялось заседание Республиканской аттестационной комиссии, где выносились решения о присвоении категорий учителям, в том числе и учителям начальной школы. После этого заседания состоялся методический семинар в режиме видеоконференц-связи, который имел свое название «Оценка и самооценка предметных и методических компетенций учителей начальных классов в процессе аттестации». На этот семинар была приглашена Биланова Эмилия Исаевна, значит, кандидат педагогических наук, доцент. Я хочу сказать, что такой вот методический семинар у нас состоялся уже второй. В прошлом году мы, когда приглашали Биланову Эмилию Исаевну, мы обсуждали тему проектирования урока. В этом году взяли вот именно аттестацию. Я думаю, что такие семинары у нас продолжатся. Очень хорошие отзывы получили. И вот Людмила Григорьевна тоже присутствовала на этом семинаре. Было очень интересно. Думаю, что вам тоже необходимо, коллеги уважаемые, включаться в такие семинары. И следующий семинар мы, так скажем, предварительно запланировали на конец мая, да, начало июня. Вот, если все хорошо получится, году, да? В этом году, если все хорошо, чтобы готовили. Да, чтобы подготовили вопросы. Вопросы вы можете задавать и через портал «Открытое образование», там есть электронная почта, прямо можете оттуда взять, напрямую писать. Можете прописать и прямо сейчас, да, то есть как бы общаясь с нами. Подготовьте, пожалуйста, вопросы, что вас интересует. И вот когда мы обращались с коллегам, с которыми общались вчера, было выдвинуто одно из предложений выехать в муниципалитет с программой проектирования внеурочной деятельности. Да? То есть, может быть, вдруг у вас тоже будут какие-то заявки, мы вполне можем это пообсуждать, вынести, может быть, на собрание, может переговорить с экспертами, да, прийти к какому-то решению, да, или к наработке какого-то материала, который вам будет потом подспорьем в работе. Следующее, значит, хочу сказать о том, что методическая работа у нас на этом не завершается в этом учебном году. Мы совсем недавно разговаривали с Гусевой Надеждой Анатольевной. Это ведущий методист, кандидат педагогических наук, доцент корпорации «Российский учебник». Мы с ней очень хорошо сотрудничаем. И Надежда Анатольевна выказала свое желание приехать к нам в республику. Она к нам приезжала в прошлом году. Вот, приехать в республику, поучаствовать у нас здесь, может быть, провести семинар.
я ей предложила поучаствовать в конференции, которая у нас проходит, да, в конце сентября, в октябре, там иногда перемещается она. Общество образования Да, государства, форум, да? да, форум, Мгм, да, форум. форум образования Мгм. государства и общества. Да, мгм. Открыть там площадку, которая как раз будет работать для учителей начальных классов, и поработать на этой площадке. Отлично. Кроме этого, мы с ней запланировали, если все хорошо получится, я обязательно сделаю всем рассылку в конце мая, в начале июня. В начале июня, точное число пока не скажу, потому что она должна свериться со своими планами, провести вебинар с включением Москвы. Значит, как раз будет подключаться будет к нашей работе Гусева Надежда Анатольевна с темой, сейчас я вам точно скажу, функциональная грамотность как приоритетный результат обучения в начальной школе. Вот такая тема будет озвучена. Ну и, наверное, где-то вот в этих же примерно, да, в начале июня мы проведем последнее заседание, последнее собрание в этом учебном году Республиканского методического объединения и запланируем деятельность на следующий год. Необходимо ваши предложения, ваши заявки, чтобы мы могли как-то спланировать, могли собирать какие-то семинары, приглашать методистов, потому что когда не знаешь, в какую сторону идти, то и сомневаешься, да, нужно ли это, да? Блудишь. Да, поэтому нужно, конечно, обязательно нужно слышать другую сторону, на другом конце провода, а что там, да, о чем мечтают, что хотят. Думаю, что несложно будет вам выйти на электронные адреса руководителей, обратиться с просьбой, и мы обязательно ответим на все ваши вопросы. Я благодарю коллег за участие в собрании. Благодарю тех коллег, которые пришли, поучаствовали в нас в собрании в очном формате. И думаю, буду надеяться, что обязательно будет ответ. До свидания. Спасибо, Анна Александровна, вам тоже большое Спасибо. за помощь нам и за сотрудничество. Спасибо.